Недавно в сети активно обсуждали, что республиканские власти не проиндексировали зарплаты бюджетникам, хотя обещали это сделать. Один из кандидатов даже написал обращение в прокуратуру, видимо, чтобы попиариться. Но давайте честно, все эти обещания властей про индексацию зарплат и обращение в прокуратуру мало что изменят, пока продолжается СВО. Даже у федеральных ведомств у нас в республике финансирование, насколько мы знаем, только до сентября. Людей уже сокращают, кого-то заставляют уходить в неоплачиваемый отпуск, кого-то просто увольняют. В федеральном бюджете дефицит, в республиканском тоже дефицит, а расходы на СВО при этом не сокращаются, наоборот даже растут с каждым месяцем. И растут они в том числе за счет расходов, которые должны были идти на социальные выплаты. Например, человеку положена какая-то выплата. Он обращается к властям, а ему начинают отказывать всеми правдами и неправдами. Зато добровольцам выплаты идут исправно. Из этих миллионов федеральный бюджет оплачивает только 400 тысяч, а все остальное платит наша республика. Вот и думайте, куда уходят наши с вами налоги. И это я еще не говорю о том, что СВО безвозвратно забирает наш человеческий ресурс. Людей становится меньше, а на оставшихся еще сильнее давят финансово. Отказывают в положенных выплатах, повышают налоги и сборы и даже заставляют людей жертвовать часть своей заработной платы. Если так будет продолжаться дальше, наша страна просто обанкротится и вместе со своими гражданами. И именно поэтому нам нужен мир. И первый шаг к миру – это заключение соглашения о прекращении огня. Не говоря же о том, сколько человеческих жизней мы сможем сохранить по обе стороны конфликта. И именно поэтому я иду на выборы в Государственную Думу, чтобы говорить об этом открыто и продвигать мир и свободу. И я такой не один. За мной моя партия «Яблоко» и более 130 кандидатов от «Яблока» идут вместе со мной на выборы в других регионах нашей страны. Вместе мы сможем победить.